Mutta taas pitkälleen. Мыйкаса пинда трасоска пуктыныз. Нужно. Kõrvalise puhtamaga? Haska? Так. Ponsa на нога башты. Мешать что-то для себя. Хозочка нужда. Так. А. Так. Настя. Şöyle kaspukşi. Çalıştı kaspukşilan. Никогда с Вовым. Ага. В прошлый раз спускались уже достаточно. Вон моя яма еще с прошлого раза. Подъем. Лень. Рыбак мой еще спит. Никак не может проснуться. Ну давай, Никита, надо собираться и пешком еще топать. Где-то с полкилометра. Сегодня уж точно никуда спускаться не буду. Опять с прошлого раза, когда приезжали, где-то сантиметров 40, наверное, снега. Никита, течи, муна. Снежный человек ты сегодня. Все. Забираем вещи и на рыбалку надо идти. Наверное, прикроем буран. Буран прикроем. Главное, чтобы ничего не забыть. Так, все у меня летит, как всегда, блин.
сюда. Это сюда. Мы это почитать я палатка прикроем, снег идет. Урбан, чтобы не забыть. Вот так. Все. Так. Mikä sullasimme nuo? Короче, буран оставляем и идем пешком. Расцветает. Сегодня рано вышли мы на рыбалку. Поехали. Потихоньку топаем. Идем, и здесь, как видно, лыжня. В самой середине реки поднимается. Сейчас там, когда спускались от бурана, по льду шли, и на речке воды вообще нету. Да. Вообще все замерзло, крепко замерзло. Где-то сантиметров 10, наверное, от силы на льду снег и остальное лед. Все замерзло, идти легко. Тут лыжня готовая, охотники вон бродят везде кругом. Это с ружьем ходят. На волков гоняют, ножи, куропаток. Частенько тут, видимо, ходят, потому что лыжня крепкая. Не раз уже проходили тут. А нам это еще один плюс. Легче идти. Конечно, сегодня, если знали, что на льду нету воды, можно и было на буране спуститься. Прошлого раза рядом не хватило, когда спускались на речку, а там оказывается вода. Это у меня напарник. Лах-лах! Напарник сегодня никак не может проснуться. Вчера мама долго телевизор смотрела. Сегодня выходной. Перед выходным он всегда долго смотрит телевизор. В основном футбол. Что он любит. Футболист. Вот. И сегодня пораньше встали. Уже начало расцветать. Самое время. И погода как-то вообще ништяковская. Вчера была солнечная погода, а сегодня пасмурно. Пасмурно, вообще отличная погода. А тут я как смотрю, рыбачили. Ну, я не раз здесь пробовал тогда рыбачить. Что-то майна слишком большая. А для чего это? Или сетки, может, закинули тут? Хотели закинуть. И что тут творилось-то? Никак не пойму. Mikä se on sitä rusiota maistettu? Охтен мы его чем. Тут в прошлый раз тоже пробовали, но она вот где-то здесь. И одного ельца. Только поймали вот тут. Одного ельца. Мы лучше, наверное, сразу пойдем на старое место, где мы уже не раз с Никитой рыбачили. Давно уже ждали мои подписчики рыбалку с Никитой. Вот и сегодня собрались и пошли, короче. Глядим, что из этого выйдет. Также на опарышна и червяк еще сегодня взял. Червей. Может, попробуем на червя половить. О, буран. Кому надо? Короче, нарочно я включил камеру. Я уже просверлил 2 лунки. Для прикормки уже закинули. Для рыбалки уже. И хочу показать, вот на льду воды нету, а лед, оказывается,
где-то сантиметров 3, 2,5-3 сантиметра. Первый слой льда. Потом вода, вот столько воды. И дальше опять лед. И несколько слоев на Анна. Из-за этого вот сейчас мы шли, короче, и не проваливаемся, когда идем по льду. А может, если на буране спуститься на речку, хрен его знает, может и не выдержать, если буран тяжелый там с грузом. И опять так же провалишься на лед. И все, сиди потом. Вот, третья рыба, короче, ребята, вот. Такой елец. У нас дубинок нету. Без дубинок обходимся, вот такие ельцы ловятся. Так, еще один вот тут. Подожди. Вот первая рыба, которая мелкая. Ну, нормально тоже взяли. Куда? А, нормально. Тут приклеить надо. И вот третья. 3 рыбины. Клев, конечно. Ну, в принципе, где-то, как мы установили палатку, минут через 10 первую рыбу поймали. Ну, каждые 10 минут так поклевки. Вот опять началась. Вон, у Никиты клюет. Надо на червя, наверное, попробовать. Насадить червяка на первую, вон, на среднюю удочку. Пробуем на червяка. Опа. Завещаю, когда каис. Или он судит? Держи. Так. Вот 4-й елец. Сегодня не такие крупные, но нормально. Скользкие. Скользкие и крупные. Есть. Угу, здоровый. Ништяк. А вот джигджеля. Ты неожиданно исхватил, смотри, как глубоко. Так. Чё ударчик? Чё ударчик? Вот это ударчик. О, есть. О, плотва. Откуда? Откуда ты плотвичка-то? Обычно ельцы тут ловятся. Плотва. Жестче бьет он, да? Такие ударчики, блин. Елец так аккуратно так клюет. Плотва там ударила, блин. Опять поклевочка. Или есть, или есть. Это уже елец. И он как-то ровно клюет. Спокойно надо.
оказывается, тоже. О, есть. Оп, ушла. Ушла рыбина. И не мелкая тоже была. Как-то чуть-чуть азарт даже появился. А то все, у Никиты клюет и все. У меня тишина. Кучу раз мне писали, что надо рыбачить вот так, поддергивая, играя. Но на такую игру вообще, наверное, 1% только из 100 поклевок. Вообще так не клюет. А когда вот удочка стоит на месте, более-менее рыба лучше берет. Ну. А с игрой что-то ельцы вообще не ловятся. Ну. По-разному тоже пытаюсь, стараюсь, но бесполезно. Так что не берет у нас на игру елец. Вот и все дела. Вот поэтому у нас всегда удочки стоят спокойно. Не дергаем, не шевелим. Рыба подходит и, наверное, лучше берет. Так и сидят удочки, ждем. Каждые 10 минут поклевка. Не раньше, не позже. Это вот приходится ждать. Так, насчет снастей. Спрашивали, рыбачим на какие снасти. У нас такая мормышка. Дальше чуть выше грузила вот так. Не знаю, на камеру как там видно, не видно сейчас. У меня на лбу камера. И все, одного опарыша и в путь. Иногда бывает 2 опарыша надеваем. Вторая удочка моя. Здесь такая снасть. Даже один раз также спрашивали, покажи, говорит, на доночную рыбалку, как рыбачишь. Но я так как-то не понял, что имели в виду. Но вот вторая снасть, которая у меня, это вот такая грузила. Надеюсь, тоже видно, блин. Грузила вот. Так. 8 миллиметров. А тут поводок. Поводок и обычный крючок вон тут. И этот поводок скользящий у меня. Вот. Туда-сюда ходит. Могу повыше сделать. Могу пониже. Вот и все дела. Вот такая снасть. Тоже доночная можно считать. И тоже одного опарыша зацепим и в путь. А третья удачка тоже самая, мормышка там. Рыба берет непонятно когда как. Может на одна лунка работать там, все поклевки. Быть на одной лунке, может он опять клюет. Может несколько удочек будет работать. Мы не профессионалы. Как-то рыбачим. Все как у людей. Все по-простому, в общем. Тонкости, все тонкости не знаем. О, это уже действительно елец. Первая крупная рыба за рыбалку. Как. Тоже вежный кола. Мускулистые они какие-то, блин. Ну, на жарку набирается потихоньку. Войдай, Жаник, да. На червя вообще поклевки не было. Одного, наверное, поймал. Уже поменяли на опарыш тоже крючок. Насадили парыша. Потому что на червя не берет.
Ленится ключит там. Просто говори. Не знаю, как он будет гореть. Газ холодный. Газ холодный, может и первый раз с собой взял горелку. А, красота. Так. Опа. О, блядь. Так. Ну, чтоб палатка не загорелась у нас. Угу. Şurası villalı. МК-3 там и понимает. Ну, что дома есть. Я вообще не заметил, как он клюет, блин. Угу. Бычок. Потеплело сразу в палатке. Чувствуется уже тепло. Вот такая доночная снасть, можно считать. И вот опять очередная рыба попалась. Груз где-то 8 миллиметров, картечь охотничий. Стоит на дне, а поводок чуть повыше. Болтается с опарышем там, если течение. Шатает там, наверное. О, опа, есть. Блин, вообще непонятно, что там было. Она чуть не упустил я его. Елец, вот смотри, как сопротивляется. Кахариус, блин. Действительно, вот, какие-то мускулистые они. Все, так глушим и берем. Это не правда. Опа. Долго пришлось тебе ждать. Уже сколько там, штуки 2 или 3, наверное. Сейчас поменяем сразу опарыш. 2 или 3 рыбы, наверное, поймал, пока дождался от поклевки. Ну. Красный сейчас писал. Ты надо спать. Ой, я проспал опять на твою удочку смотрел. Ничего. Вот это да. Все больше и больше, крупнее и крупнее. А я, главное, на твою мормышку смотрю. О, обожрался, смотри, какой толстый он уже. Вот это да. Вот это уже елец. О, какая спина. Мощный. Вовремя заметили. Ну, и тебя тоже. Я все время на твою удочку смотрю. А ты на мою, оказывается. А ты спишь. Я-то не сплю, а ты никак не можешь проснуться сегодня. О, есть. О. Долгожданчик. Долгожданчик. Еле-еле. Смотрите, самая окраина губы там зацепила.
Хитро берут они. Хитро берут. Так. В общем, рыбалку, наверное, мы заканчиваем. Где-то сидели мы 2,5 часа. Ну, минимум 2,5. 2 часа точно рыбачили. И сейчас где-то уже подходит 9 часов. 9 часов утра только. Мы после 6, наверное, выехали с дома, пока сюда приехали. Ну, 2 часа рыбалки получилось. И вот греемся сегодня этой горелкой. Много раз на моих походах вы уже... замерзло все. Много раз вы на моих походах видели также эту горелку. Я энсотчи использую, когда кипячу чай там или еще подогреваю что-то. Так, надеюсь, не взлетим. А вот название, не знаю, на камеру не видно, у меня на шляпке камера. И горелка работает. Вот все обледенело, вот лед там, все обледенело, газбаллон. И некоторые горелки вообще не работают на морозе, а этот работает. Вот сколько там, минут 40, наверное, непрерывно вот включили и непрерывно все время работает. Даже мне понравилось. Я ни разу еще с собой на рыбалку не брал, но после сегодняшнего дня, конечно, я буду использовать эту горелку, ну, чтобы греться в палатке. Обычно свечки я сжигаю там, а горелка работает. Вообще круто. Тепло сейчас у нас. Так. Ну что, сейчас мы уже будем собираться и будем, давай посчитай, сколько рыбы там, сколько насчитал там. 14. Ну-ка, 14. Ага. Так, раз, два, так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 штук. И нормальная рыбина. Вот это вообще красивый. Все красивые, в принципе, одного размера. Вот эти двое чуть поменьше. Одна плотва еще вон. Одна плотва. Так что на жаркое вот на сковороду положим побольше масла, и такое вкусное жаркое будет. Вот так вот. Такая рыбалочка у нас очередная с Никитой. Все, короче, собираем шмотки, вещи. Убираем все это дело. Никита почапал уже. Побежал, в общем. Одно опять оставил. Палатку взял и пошел. Вот. Немножко так видно солнце и облачно и снегопад у нас сегодня. И что еще напоследок хочу сказать. Я сегодня, ребята, снимал также на экшн камеру. И без бокса. И также тестирую очередной раз, какой звук. Потом в комментариях напишите. Нашел я после второй разборки, микрофон наконец-то. И просверлил возле микрофона где-то 2 миллиметра сверлом дырочку. Дырочку просверлил. И без бокса, без ничего, вот первый раз снимаю, проверяем, какой звук. А дальше уже не знаю, как-то советов больше получал, что больше камеру трогать не надо. Вообще подписчики пишут мне, что звук нормальный, терпимо, можно слушать. И
Не знаю, что делать. Может, и не буду вообще трогать. Зачем больше трогать? Как пишет, пусть так и пишет. И все убрали, ничего тут не оставили. В прошлый раз вот палка тут стоит, здесь палатка стояла, и здесь мы поймали 15 штук, а сегодня 14, на одну рыбу меньше. Глубина в принципе такая же, где-то метров 50 выше, если подняться, там уже начинается мелководье, а здесь яма, глубина. Вот так. Ну все, ребят. Больше уже добавить нечего. Пошли мы, в общем, к Бурану, а на Буране уже обратно поедем домой. Ну ты побежал, блин. Быстро ушел, говорю. Фу. Так. Baraj заводит. Заводит. Hazartmı. Сиди, şoyastını. Şoyas. Так. Яма Олега вон тут. Видели, как мы копались тогда? Туда и закинуло нас. Кое-как поднялся буран, и из бураницы ушел он туда. Забурились, короче. Прицеп se torjeda da bergedan. Ama o umiston kutu soruyorum da ama okumayı başlayacak. Mila. Ne kadar? Куда? Милана. Эти кольца с бурлани вештиштан шай. Да? А ти ЖД. Не нам санче крати сабу. Emre nikiden dermaşlı. Ulaşı dostası vıçı. Dinamaz. Ne kadar. Так. Все. Ну вот. А сия мой дом Аленбер. Мила се чебаршу. На бörperi. Это буранцы коса дыштащи, озмеяны. Ще колчаса се мыйкака. Леч. Первый. Колчадыс бошт. Колчадыс. Тыща асланед. Купет колчаса. Все, да, хенли. Хендор. Так. Te пока bergetse givese. Saan et kepisasi näen. A mine kütte kõnne saan et kepisid. Saan et kepiste başta. Bor, však buran nas kıska. Tepişte mıygaka.